провели определенную работу за год, реанимировали позиционирование именно как медицинского, скажем так, центра и реабилитационного центра. Выступая с приветственным словом в адрес почетных гостей, генеральный директор курорта Арымхи Магомед Евлоев подчеркнул, что открытие зимнего туристического сезона в нашей республике каждый год ждут туристы из разных уголков страны. И это неудивительно. Как летом, так и зимой у нас всегда есть на что посмотреть. И большому потоку туристов во многом способствует всесезонный комплекс Арымхи в Джейрахе. Хотел бы сказать, что это первый шаг на пути оздоровления населения России. Дальше будет со временем все лучше и лучше. Просто хотели более-менее, попытались, по крайней мере, заявить об этом первом шаге для вас. Знаете, что дальше будет все больше, сильнее, лучше. И рад вас всех опять-таки видеть. Надеюсь, все чаще и чаще видеть вас всех здесь и все больше и больше других новых туристов. Спасибо большое. За последние годы на курорте Арымхи произошли качественные изменения, отремонтированы автомобильные дороги и проложены новые участки горнолыжных трасс. Для комфортного пребывания туристов на курорте организовали удобное и компактное расположение всех спортивно-развлекательных объектов. Все это стало возможно благодаря поддержке инвесторов лечебно-оздоровительного комплекса. К сожалению, много еще недоделано и предстоит сделать. Но вот я надеюсь, сегодня и новая команда, и руководство курорта, оно очень креативные, молодые ребята, которые много свежих идей, и это принесет хороший вклад в развитие курорта. Приехать, посмотреть на горы и попасть на открытие зимнего сезона горнолыжного курорта – такие шансы выпадают далеко не каждому, а многие и не подозревают, что есть такое увлекательное туристическое место, как наша республика. Светлана Конецкая приехала специально из Москвы, чтобы в очередной раз убедиться, насколько здесь красиво. Я в Республике Ингушетия не первый раз. Всегда удивляет гостеприимство жителей, красота вокруг. Собственно, курорт Арымхи я приехала по приглашению правительства региона и руководства курорта для того, чтобы познакомиться с возможностями вашего курорта и потом предложить нашим туристам ваш продукт. В связи с тем, что в последние дни в горной части республики установилась плюсовая температура, горнолыжная трасса протяженностью 1200 метров не запущена из-за отсутствия снега, но в первые же холода на ней проведут оснежение и ожидается большой поток лыжников. Комитет по туризму Ингушетии строит большие планы на весь сезон. Какие планы? Открыть детскую школу здесь по катанию детей, да, это привлечение, так сказать, семей, которые приедут, покажут наши горы, потому что, к сожалению, есть люди сейчас, которые редко выезжают, а есть люди, которые вообще не были в горной части Ингушетии. Это будет дополнительный стимул для них приехать сюда и, в общем, провести свои выходные. Сегодняшнее мероприятие это даст дополнительно еще один толчок к тому, что люди узнают именно об этом курорте. Здесь много очень приглашенных сегодня. Сегодня здесь уже присутствуют и серьезные турфирмы. Готовится подписание новых соглашений. Это даст развитие туризма в целом в республике и создаст еще дополнительные рабочие места. Наряду с открытием туристического сезона на территории курорта Арымхи был запущен многопрофильный медицинский центр. Он станет отличной возможностью для получения комплексного санитарно-курортного лечения, включающего диагностику и обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур. Но это очень большой прогресс для всей республики, не только для нас. Непосредственно сейчас мы будем сотрудничать с Московской клиникой Синай. Мы же их как дочерняя компания. Это прогресс как для врачей, как для меня и для всех нас, потому что они нас будут и учить, и помогать, пока мы сами не станем на ноги. Микаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.